Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня я решила делать морковь по-корейски. Мы называем морковчой. И заодно хотела вам показать, как я делаю морковчу. Я взяла килограмм моркови, чуть больше, почистила. И у меня теперь здесь килограмм моркови. Протираю через терку. Терка у меня вот такая. Вы помните, мне прислали, когда на обзор, дегидратор Оверхоф. Сушилка. Тоже пользуюсь, но никак снимать не получается. И в подарок как раз мне положили вот такую классную терку. Терка разными насадками. Очень удобная. Я немножко натерла. Вот какие длинные морковки. Красивые. Сочные. У меня, конечно, стол шатается. Стол уже у меня старый. Как раз, когда я заказывала вот этот гарнитур, как раз заказала тоже стол. Но мне казалось, стол очень хороший, крепкий. Но видите, мой стол стареет вместе со мной, теперь шатается. Надо будет посмотреть, как-нибудь мне стол нормальный. Это, наверное, я буду смотреть как-нибудь после Нового года, как-нибудь в городе. Да и стульчики надо обновлять. Тоже стульчики ломаются. Стол, конечно, я покупала дорогой, думала, будет крепкий. Но вот видите, все, ничего не вечно. И вот такая штука есть еще. Я, конечно, очень терки боюсь, потому что как-то я нечаянно поранила свою руку. Очень-очень долго не заживали пальцы. Поэтому я очень боюсь и стараюсь быть осторожной. Ой, какая красота, свет какой оранжевый, красивый. Вот и все. Теперь берем соль. Здесь у меня килограмм моркови. Соль я беру пол столовой ложки. Я боюсь пересолить. Досолить можно, но пересолить нежелательно, конечно. Одеваю перчатки, потому что руки портят морковь и свекла. Отмывать, конечно, можно, но все равно нежелательно. И потихоньку так мну. Потихоньку перемешаю. И смотрите, какая красота. Ароматный запах моркови. Так и хочется есть. Я морковь делаю часто, потому что мои дети обожают. Я не стараюсь сильно остро делать, но дети что-то хотят поострее кушать. Тихонько помнем. Уже посмотрите, морковь становится как будто
вареная. Вот так натираем солью. И оставим где-то на час. Берем средненький лучок. Нарезаем мелко. Кто-то может брать поменьше, кто-то побольше. Погода у нас сильно изменилась. То зима, то осень. Теперь опять у нас зима. У нас сегодня -9. Обжарим до золотистого цвета. Греем сковородку и наливаю сюда масло подсолнечное. Сейчас посмотрю, сколько надо будет мне наливать подсолнечного масла. Я обычно все делаю на глаз, поэтому я этот раз решила вам показать примерно. Раз, два, три. Где-то 4 столовые ложки подсолнечного масла. Сковородку налили. И сейчас уже греется. Кладем наш лук. И обжариваем. И ждем, когда наш лук пожарится до золотистого цвета. Кладем наш лук жареный, вкусный. Такой запах вкусный. Мои дети уже говорят, с чем там вкусно пахнет. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Морковь как будто вареная. Когда пропитывается солью, посмотрите, все равно морковь не ломается, мягкая делается. Сейчас мы заправим с вами морковь. Чеснок у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но дольки не очень крупные. Давим через чеснокодавилку. Какой запах пошел. Вкусный, ароматный. Кладем сюда кориандр. Где-то чайной ложки. Я кориандр измельчила. Кладем сюда уксусную эссенцию. Я кладу 2 чайные ложки. Кто острый любит, может 3 чайные ложки класть. Морковь все делать всегда надо брать уксусную эссенцию.
Так меня научили. Кладем сюда немножко перца черного. Не очень много, чуть-чуть вот. Кладем сюда пол чайной ложки красного перца. Даже меньше чайной ложки. Кладем сюда столовые ложки сахара верхом. Можно еще чуть-чуть. И кладем сюда соус. Соус у нас соевый. Раз, два, 3 столовые ложки соус соевый кладем. А сейчас все перемешаем. У меня камера не снимала почему-то. Прежде чем заправить морковщу, надо отжать сначала сок. Если не отжать сок, то наша заправка, вот эти приправы, будут все внизу. Я когда снимала, солила капусту, тоже так же было. Что-то у меня телефоном. Наверное, пора покупать новый телефон. Вот и все. А такой аромат пошел. И чеснок, и перец, и уксус. Проверяем, как посолила. Всего достаточно. Очень вкусно получится. Сейчас я закрою тарелкой и оставлю до вечера. 5-6 часов пройдет, у меня все будет готово. Но желательно до утра. Приятного вам аппетита. Вы, мои хорошие, тоже напишите мне, как вы делаете морковь по-корейски, как мы говорим морковщу. Я буду очень рада. Попробую по вашему рецепту тоже. Капуста у меня солилась. Я уже спустила в погреб. Одну банку поставила в холодильник. Сегодня я в обед заправила. Мы покушали. Капуста хрустящая, вкусная. Надеюсь, морковща тоже будет также вкусная. Когда капусту я снимала, у меня ролик не до конца грузилось почему-то. Компьютер не принимал или с телефоном что-то. Мы с Кирюшей по несколько раз попробовали грузить. Там как раз такие кадры не получились, где я заполняла банки капустой и еще там что-то. Вы меня, конечно, мои хорошие, простите. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю самое главное здоровья, удачи, семейного благополучия, любви, успехов, много-много радостных дней и мирного неба над головой. В настоящее время не хватает нам всем. Всем пока-пока, до следующих встреч.